Ну, вроде бы тьфу-тьфу, она как бы держится, и у нее все, ну, типа, стабильненько. Это был разговор просто, когда она сказала, что у нее у подруги, мать, оказывается, подруга звонила, и мать с ковидом попала в больницу, неделю лежит, они мне ничего сказали, вчера сказала, что только лежит, и я вся переживала, говорит, и пришла на работу такая, типа. А вот. Что-то она там дальше говорит, например? Ну, там некоторые на... Вы меня тоже, знаете, вот вы как моя вторая мама, это первый раз вот такое вот, насколько я к вам прислушиваюсь, какие-то советы, да, там по поводу вот даже няни нашей, да, вот я к вам прислушалась, и знаете, это как-то очень странно для меня, потому что как бы я тоже взрослый человек, и все равно мне максимально с вами комфортно, очень. У нас с вами все настолько вот сглажено, четенько, что как бы все будет хорошо. У нас с вами, кстати, сегодня тоже хорошая прибыль, я вас с этим поздравляю. Я сейчас немножко попозже сделочку закрою, вот, все будет хорошо. В общем, моя хорошая, вашим детям так повезло, вообще вы такая легкая, мне так с вами приятно. Вот, у меня мама, конечно, не такая вообще, она более такая вот педантичная, она преподаватель, она такая вся правильная, вот, а мне с вами так легко, спасибо большое. Помню, вы рассказывали, что из-за того, что вы работали, вот, я боюсь, чтобы у меня так с ребенком с няней не было, поэтому, да, я сейчас немножко их так разделила, вот. Не грустите, они вас также любят, ценят, я думаю, и уважают, и я вас очень уважаю, да, ценю, что вы у меня такая появились, поэтому, ну, так бывает, значит, все, что не делается, знаете, делается в жизни к лучшему, может быть, это где-то и плюс какой-то. Здравствуйте, кто меня смотрит. Я вот попалась на действие мошенников, и я хотела бы предупредить, как они меня, так я попалась. В общем, в конце сентября шли, ну, я сидела вот эти в новостях и так далее, там в совещаниях правительства, говорили, что создана платформа «Газпром», и надо там привлекать население. И в Инстаграме тоже были очень такие эти рекламы на эту тему. Поэтому я скачала «Газпром инвестиции» в Play Market в телефоне, установила и зарегистрировалась там. Потом через некоторое время мне позвонил менеджер и спросил, какие инвестиции хочу, куда, чего, как. И потом, после того, как узнал, он сказал, что меня передаст к экспертам. Потом через некоторое время позвонила эксперт, и стали мы с ней работать. Она у меня попросила, отправила файлы какие-то, вот, и чтобы я установила эту программу MetaTrader 4. И как бы зарегистрировала меня. И попросила, чтобы я отправила первую сумму. Сумма у меня была 50 тысяч своих денег. И отправила по тем реквизитам, которые она мне сказала. Я потом отправила, через день-два она мне показывает, в программе вот MetaTrader показывает прибыль. И после этого все началось. Она мне сказала, что эта сумма маленькая для инвестиций, надо привлечь побольше сумм, потому что надо будет торговать по нефти и так далее. Ну и стала мне как бы помочь, у меня и других денег не было, поэтому она стала как бы мне помочь брать кредиты в банках. И спрашивала, в каких банках у меня есть счета, и стала там изучать кредитные рейтинги или как ли. И я стала вот брать под четким руководством кредиты и отправлять по тем реквизитам, которые она мне диктовала. Они как бы попадали вот на эту как бы площадку. И потом стала она сделки проводить по нефти и так далее. Сумма получилась потом через
месяц через 2 получилась большая, и дело, сказала, что надо вывести. И проблемы начались уже после того, как вот этот вывод начался. Вывод они потом сначала долго не могло вывести, она мне говорила, что это площадка зарубежная, что мои деньги хранятся в Барклай-банке, там в Англии, и поэтому так долго. Ну, потом как бы с баланса у меня вот эти деньги ушли, баланс стал 0, но деньги потом как бы она говорила, что теперь они проходят валютный контроль, поэтому задержка идет. Потом она сказала, что надо теперь заплатить услуги процессингового центра 50 тысяч рублей. Я тоже вот это заняла, тоже вот эти все деньги и отправила, чтобы дело было это уже перед Новым годом, мне хотелось денег, и я отправила эти деньги. Но после этого эти деньги, как бы мне сказали, что все, уже все получилось, мы вам перечисляем, ждите деньги, они вам прилетят. Но до сих пор денег нету. Поэтому я хотела предупредить, чтобы вы тоже не попадались на такие уловки.